Видимо, придется перенести дату свадьбы жителю Коми. Жениться ему не позволят финансовые трудности. Накануне бракосочетания молодой человек решил, что его будущей семье необходима машина. Купил, отметил и был остановлен инспекторами. Все могло закончиться не так печально, если бы он при этом не попытался дать полицейскому взятку. Что из этого вышло, знает Светлана Комарова. Эта иномарка с транзитными номерами сразу привлекла внимание инспекторов. Водитель пронесся на огромной скорости на красный. После того, как его начали преследовать полицейские, он долго петлял по городу, потом свернул во двор жилого дома и оказался в тупике. Уходим. Лежать! Руки за спину! Сразу становится понятно, почему водитель не остановился по требованию инспекторов. Почему уезжал? Максим, а? Выпивший. Выпивший? Почему выпивший? Повод какой есть? Да. Какой повод у тебя, Максим? Пьяным ездить за рулем. Какой повод у тебя? Водитель настолько пьян, что встать на ноги не может даже с помощью инспекторов. Полицейские усадили его в патрульный автомобиль. Там Максим рассказал, приехал в Киров из республики Коми, чтобы купить машину. Удачную сделку владелец иномарки решил отметить. Ты всего максимум 15 суток будешь сидеть. Максимум 15 суток. Да я знаю, что я буду максимум 15 суток. И чё? Я вам сейчас 50 тысяч одну, давайте. Чё ты 50 тысяч? Да. Ты с этим-то аккуратней. Ну а чё аккуратничать? Максим предложил полицейским все, что сэкономил при покупке автомобиля. Мол, дома невеста ждет, свадьба в эти выходные. Это запись регистратора, установленного в салоне полицейской машины. Вот задержанный достает и пересчитывает деньги. Максим, это то, что ты сейчас предлагаешь, это уголовно наказуемое деяние, понимаешь? Ну я понимаю. Ну, понимаешь, что ты сейчас ну а 100 рублей же штраф. Несмотря на предупреждение, водитель даже в присутствии свидетеля настойчиво предлагал инспекторам деньги. Когда те отказались, положил пачку банкнот в карман сиденья. Оттуда их уже достали эксперты, которых вызвали патрульные. Теперь Максиму грозит и лишение прав за вождение в нетрезвом виде, и миллионный штраф за то, что пытался дать полицейским взятку. Светлана Комарова, Александр Долгих, Марк Зленко, телекомпания НТВ, Киров. Видимо, придется